Земля народу в рамках закона о дальневосточном гектаре. В пилотном Нерюнгринском районе Якутии 20 июня вручили первое свидетельство на земельный участок. Всего заявление на бесплатную землю пока подали еще 125 граждан Якутии. Из них 106 человек в Нерюнгринском районе. О том, на что стоит обратить внимание главам муниципалитетов, сегодня говорили на заседании при председателе правительства Якутии Галине Данчиковой. Продолжит тему Юлия Михайлова. Все, что окрашено серым цветом, под грифом «нельзя». То есть земли заняты либо родовыми общинами, либо это особо охраняемые природные территории, либо это земли поселений. Но 51% территории Нерюнгринского района в белом цвете. По гектару их может получить до 1 октября любой житель Нерюнгринского района. Затем оставшиеся гектары до 31 января 2017 года любой житель республики. А с 1 февраля 2017 года свободные земли могут взять все желающие россияне. Если в пилотном Нерюнгринском районе с свободной землей определились, то в других районах на кадастровом учете зафиксированы не все используемые территории. Главам необходимо ускорить работу по корректировке своих генеральных планов в части отображения на территории всего муниципального образования всех земель общего пользования и отображения всех планируемых строительств и размещения объектов местного значения. Оформить свои земли по закону якутяне могут успеть до раздачи земли всем россиянам, а могут и не успеть. Поэтому власти республики вносят поправки в закон о дальневосточном гектаре об увеличении срока постановки на кадастровый учет используемых земель с 6 месяцев до 1 года. К сожалению, очень много проблем в каждом муниципалитете. Это может сказать любой глава. Естественно, не все законы читаешь. Вот здесь вот самые выжимки отсюда и получаешь. Советуешься с коллегами. Опытом реализации закона на заседании поделился глава Нерюнгринского района. По его словам, необходимо сократить количество уполномоченных органов по приему заявлений. В республике на сегодня это могут быть Минимущество, Департамент по лесным отношениям и органы МСУ. Первый совет был бы такой, чтобы работали с вами не только земельщики, но и юристы, потому что происходит накладка многих федеральных законов друг на друга, и вполне возможно будут потом неприятные вещи. Это первый момент. Второй момент: в обязательном порядке с федеральными службами обмениваться письмами, потому что Росреестр у нас говорит, что мы ничего не знаем, мы от вас ничего не слышали. Юлия Михайлова, Иван Семенов, НВК «Саха», Якутск.